Следующая буква К. Если слово начинается на букву К, а следующее начинается с гласной буквы, то К переходит в звонкую букву, в зависимости от передних или задних гласных в слове. Например, слова ак, анай. Ак — это белый, анай — козленок. Между двумя гласными заднего ряда в быстрой речи взрывная задняя глухая буква К переходит в щелевую заднюю звонкую букву Г, что будет произноситься как аганай. Аганай. Следующий пример с передней буквой. Например, слово сюк — худой. Ол — мальчик. Сюк ол — отдельно. Вместе в быстрой речи. Сюк ол. Взрывная К переходит в щелевую звонкую переднюю Г, которую мы обозначили как Г. Сюгол. Также относительно буквы К, если первое слово в первом слове гласное заднего ряда, а следующее слово начинается с буквы К тоже, только с гласной переднего ряда, то вот это К произносится как переднего ряда. Не ак-кык, а ак-кык в быстрой речи. Не ак-кык, а ак-кык. Ак-кык. Вторая передняя гласная влияет на согласную в первом слоге. Ак-кык. Несмотря на то, что здесь задняя согласная. Ак-кык. Второй случай. Если слово начинается с буквы К, например, черный, а предыдущее слово заканчивается на гласную, например, таштра, в предложении таштра, кара, друган. На улице была черная собака. Таштра, друган. В быстрой речи между двумя гласными, как уже разобрали, К переходит в Г. Вот. То же самое, если гласные переднего ряда, то передняя буква К переходит в щелевую звонкую Г. Передняя К в щелевую Г, а задняя К в щелевую Г. Пример с передней. Кизи, 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 удупчатар. Человек ночью спит. Кизи, кизи, удупчатар. В быстрой речи переходит на в Г. Кизи, кизи, удупчатар. Кизи, 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 удупчатар. Кизи, кизи, удупчатар. То же самое, если слово заканчивается на звонкую согласную, кроме сонорных, то есть р в туринском языке. Аргизи, например. Аргизи. Тяжелый человек. Аргизи по отдельности, а в быстрой речи аргизи, аргизи, г, г, аргизи. Как разбирали в словах, например, эргин.
То же самое. На «р» заканчивается и задняя буква «и». И тут также. На «р» заканчивается задняя буква «и». Но если слово заканчивается на сонорные, носовые, то буква «к» просто озвучается. Например, ангелген. Пришел зверь. В быстрой речи ангелген. 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 Тенгельден. Пришел недавно. Тенгельден. Следующий пример с задними гласными. Слова с задними гласными. Предложение «Шевели Астар». Украшать. Сейчас же украшать елку. Быстро будет произноситься как «Шевели Астар». Шевели Астар. Г. Задняя взрывная. К. Перешло в Г.